Футболисты сборной России проиграли команде Швеции в товарищеском матче. Встреча прошла минувшей ночью в Москве на стадионе ВЭП-Арена и завершилась со счетом 2-1. В составе победителей результативными ударами отметились Александр Исак и Маттиас Йоханссон. Единственный мяч россиян забил Александр Соболев, который проводил дебютный матч в составе национальной команды. Следующие матчи подопечные Станислава Черчесова проведут также на домашней арене. В рамках группового этапа Лиги наций они 11 октября сыграют с турками, затем 3 днями позднее с венграми. Напомним, после 2 туров предварительной стадии турнира россияне занимают первое место в группе 3 Лиги Б, набрав 6 очков. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, 24-летний футболист перешел из московского «Локомотива» в команду из Бергамо в начале сентября за 14,5 миллионов евро. До сих пор Миранчук не сыграл ни одного матча и занимался по индивидуальной программе из-за травмы бедра, которую он получил в августовском матче за железнодорожников против «Спартака». «Аталанта» лидирует в чемпионате Италии, набрав 9 очков в 3 матчах. В Лиге чемпионов она сыграет в группе D вместе с английским Ливерпулем, голландским Аяксом и датским Митюланом. Волейболистки сборной России в 3 партиях обыграли команду Италии в полуфинале чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет. Турнир проходит в Черногории. В финальном матче россиянки сыграют с представительницами Турции, которые в 1/2 финала выиграли у сборной Сербии. Встреча состоится сегодня. Российская команда 4-жды становилась победительницей чемпионата Европы, что является рекордным показателем. Также в ее активе 1 бронзовая и 2 серебряные медали. Российский баскетбольный клуб ЦСКА на своей площадке одержал победу над израильским Маккаби в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 76-72. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий московского клуба Майк Джеймс, набравший 25 очков. У гостей самым точным оказался Скотти Вильбекин. На его счету 20 баллов. Для армейцев эта победа стала первой в текущей регулярке. В следующем матче они в гостях сыграют с турецким Фенербахче, а Маккаби дома примет немецкую Баварию. Обе встречи пройдут 14 октября. Ярославский «Локомотив» в овертайме победил московский «Спартак» со счетом 2-1 в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе железнодорожников взятие ворот провели Егор Коршков и Атте Ахтама. Единственную шайбу хозяев льда забросил Мартин Бакаш. «Локомотив» занимает 4-е место в таблице западной конференции, набрав 15 очков. «Спартак» идет 9-м, имея в активе 10 пунктов. В следующем матче ярославский клуб дома сыграет с московским «Динамо», а красно-белые примут пекинский Куньлунь Ред Стар. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 11 медалей на всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Алексея Ковалева. Соревнования, участниками которых стали порядка 150 спортсменов, прошли в Благовещенске. Как сообщает «Спорт Якутии», в активе наших борцов 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала в составе якутской команды взошли воспитанники училища Олимпийского резерва: Иван Оконешников, Павел Яковлев, Никита Хабаров, а также Эльшат Агаев, который помимо золота турнира был удостоен приза за лучшую технику. Добавим, что все победители турнира выполнили нормативы мастера спорта России. Якутский боксер Петр Васильев завтра проведет дебютный бой на профессиональном ринге. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Поединок пройдет в Стамбуле. Соперником якутянина будет Фарух Хаиров, представляющий Турцию. Напомним, Петру Васильеву 25 лет. Он является мастером спорта международного класса. В его активе 3 победы на международном турнире класса А памяти Константина Короткова, бронзовые награды молодежного первенства России, а также международных турниров Кубок Принца и Татана Элит Боксинг Ивент. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!